по остаточному принципу. Но вместе с тем я уже понимаю, что прошло какое-то время, и результат уже есть. Вот эти встречи на форуме сообщества, интересные, яркие представители личности, которые поддерживаются на уровне Российской палаты, предоставляется им площадка для что достигнуто, что нет. Но эти рекомендации ушли во все заинтересованные структуры, во все общественные организации, и еще раз повторюсь, они были размещены на сайте. Больше людей и представителей власти, чтобы по факту инициатив принимались серьезные решения. Вот такой сегодня посыл идет от общественной палаты, и очень бы хотелось, чтобы мы с вами действительно стали надежными партнерами и прирастали инициативными, очень интересными людьми, у которых на самом деле есть что показать, есть что рассказать, и они уже добились определенных результатов. Спасибо. Было много сказано слов, да, но мы говорили о том, что все знают. То есть то, что мы здесь не первый раз пришли, встретились, надо предполагать. Я вижу все те же лица. Давайте по существу, поменьше слов и говорить, вот, ну, как вы сказали, вот, потому что доклад на 20 минут, если каждый будет делать, то это будет у нас хаос. То есть просто размажем, и не будет конкретной понимания. Да, потому что есть основа, почему ничего не двигается. Есть основы для этого. Вот о них, мне кажется, мы должны поговорить. Извините, я перебил. Вот. Извините, пожалуйста, представьтесь. Владимир, да, извините, это Владимир, я вот, как бы, тема моя будущая, действительно, я наблюдаю за НКО много лет и пытаюсь найти основу, почему, как это создать. Мы создали, в последний раз встречались, попытались найти причины, почему это не создается, как государство нам может понять в виде разработки, да, социальных отношений между людьми, как стимулировать объединение предпринимателей. Мы будем говорить о конкретных механизмах. Да, механизм. Давайте Нина Николаевна. Да, я ответил на вопрос. Нет, я просто вот ответил на вопрос, представил, ну, как бы, чем заниматься. Ага, все, извините. Владимир, прежде всего, да, вот, мы говорим о конкретных механизмах. Вот сегодня мы говорим о том, что в республике начал работать Центр инноваций социальной сферы, и я хочу представить директора этого центра Дмитрий Ситик. И хочу сказать, что этот центр работает на профессиональной основе, что важно. В центре работает 3 освобожденных специалиста, причем это специалисты с пониманием, знанием, значит, вопросов, как работать, и, во-первых, как создавать некоммерческие организации, и, во-вторых, как оказывать конкретное содействие, консультирование, там, сопровождение их деятельности, в том числе участие в конкурсах, привлечение там дополнительных средств, разработки проектов для участия в конкурсах. И ЦИС, соответственно, выполняет задачу развития инфраструктуры, поддержки и реализации гражданских инициатив. Да? И я хочу подчеркнуть, здесь идет речь о как бы нормально, то есть это уже там норма нашей жизни сегодня. И вот до появления понятия социальное предпринимательство, может быть, они даже и не думали, что они социальные предприниматели. Вот. И здесь вопрос, значит, в том, чтобы разобраться, что такое социальное предпринимательство. И хочу сказать, что и некоммерческий сектор, вот, Дмитрий он и сейчас на, как сказать, на общественных началах является заместителем руководителя ассоциации ТОСов, о которых вы знаете прекрасно, да, и значит, Дмитрий как раз был одним из тех, кто, по большому счету, сегодня мы говорим о сформировавшейся системе ТОСов в Республике Коми, о том, что механизм запущен деятельности ТОСов, которая, ну, никто, наверное, не будет возражать, насколько социально значима работа ТОСов сегодня в районах, прежде всего в сельских районах, которые реализуют разного рода социальные проекты, связанные с обустройством среды жизни и качества жизни на селе, к которым относятся социальным. Образование, социальная защита, здравоохранение, культура, спорт, экология и так далее. Значит, если мы будем, в принципе, сегодня практически говорить о каждой из этих сфер, и останавливаться долго я не буду над этим, и форма поддержки, которая призван оказывать
рассказывать этот центр. Это, причем в отношении каждого направления это будет осуществляться помощь, консалтинг, экспертная там, оценка вплоть до составления бизнес-планов и бизнес-проектов. Это будет отдельная такая целенаправленная работа с подготовкой методических материалов, с аккумулированием информации по этим всем вопросам, которые будут размещены и в интернете, и на бумажном носителе. В ближайших планах Центра инноваций социальной сферы это организация школы социального предпринимательства в Республике Коми. Это такая системная и очень качественная работа подготовки непосредственно социальных предпринимателей как из негосударственного сектора, будем так обобщенно говорить. Она начнет работу с октября месяца и планируется подготовить и уже как бы в два потока запустить по 40 человек. Для этого центром вот, под руководством Министерства экономического развития прежде всего привлечены средства. Я надеюсь, что мы там перенесли несколько этапов очень сложной работы, напряженной, чтобы доказать, что мы достойны тех 5 миллионов, да, в республике федеральных средств, которые вроде бы окончательное решение там, принято уже на той неделе в пятницу, да, вот, мы еще пережили еще один этап стрессовой, так сказать, ситуации, ну, вроде бы вопрос решен. Очень хорошая тема, это ну, такой определенный ноу-хау, это бюро франшиз. Мы пришли к этому как раз взаимодействию с практикой, с проектами, которые уже реализованы на сегодняшний день. И это некие конструкторы, которые могут получить желающие активные люди для создания собственного предпринимательского проекта в той или иной сфере. Например, это инструменты. Ну и грантодатели и инвесторы – это очень важно, потому что хотелось бы органы госвласти, система создана поддержки, так скажем, никто не откажется от дополнительной поддержки в виде грантодателей и инвесторов. Значит, ну и я здесь представляла это на съезде Ассоциации Совета муниципальных образований. И, конечно, очень важно всем нам, присутствуем без исключения, это такая тотальная инвентаризация, выявление, поиск и привлечение социально активных граждан, предпринимателей, значит, потенциал общественных объединений, те проектные идеи, которые выдвигаются, значит, те социальные проблемы для совместного решения выявить, где можно и нужно вместе это делать. Ну и здесь координаты, которые представлены для, пожалуйста, можно их записать сегодня. Но на сайте Академии госслужбы есть раздел «Центр инноваций социальной сферы», и там координаты все есть. Что я бы еще хотела сказать, очень бы хотелось, чтобы институты гражданского общества, в том числе и Центр инноваций социальной сферы, он воспринимался как помощник. Как помощник и прежде всего для органов государственной власти мы всегда готовы помочь решить те или иные проблемы. Как я уже там всегда говорю, потому что, ну, что мы тут будем скрывать? Государство не хватает денег, раз, государство не может дойти до каждого абсолютно, значит, это два, и с точки зрения там, достижения качества услуг тоже зачастую предпринимательское сообщество делает это лучше и качественнее. И, конечно же, мы будем работать именно с такими
понятен вопрос, так скажем, добросовестности и ответственности в этом вопросе, потому что это такая достаточно уязвимая сфера, так скажем, да, очень важная и тонкая, но, конечно, формировать будем и работать будем именно с такими ответственными предпринимателями и некоммерческими организациями. Вот коротко, значит, пожалуйста, если есть вопросы. Если можно, Нина Александровна, у вас предыдущее, значит, окно, которое было ближайшие планы сессии. Там вы указывали о создании каталога лучших проектов, я так понимаю, практик, да, социальных проектов. Ну, вроде это понимаю, о чем речь идет. Скажите, пожалуйста, вот создание бюро франшиз, как в вашем представлении это будет происходить и по какому формату будет работать? А что такое за слово? Почему это надо такое слово? Вопрос. Нельзя, Ну, что ли, сейчас скажет. более понятного Дмитрий слова скажет. нельзя? Сейчас Дмитрий скажет. Это такая технология, как она носит такое название. Ну, даже речь идет не только о технологии, а бюро франшиз просто современное, красивое название, за которым скрывается достаточно простая мысль. Вот есть какие-то проекты, которые предприниматели уже реализовали, и они успешные. То есть, ну, далеко не секрет, много проектов реализуется, какие-то успешные, какие-то нет. Бюро франшиз это будет некоторая технология, в рамках которой мы будем успешные проекты брать, да, связываться с людьми, которые их реализовали, и разговаривать с ними о том, чтобы они могли тиражировать эти проекты. А что, русского слова нет такого? Ну это нормальное слово. какое нормально? Нет, оно ассоциируется с фашизмом. Да, ну ладно. Франшиз, фашизм, вот это Русский созвучно. очень долго, то есть заплатить за то, что... Зато более понятно. Вы понимаете? Зато а более франшиза понятно. ничего с ним. А если человеку не сведущему франшиз, это ничего не говорит. Да. Мы объясним Да. Это каждому. кто вращается в сфере бизнеса, денег, франшиз, это ему что-то говорит. Социальный предприниматель. А я вот Это социальный человек, мне этот Я франшиз очень вообще дала. согласна с мудростью. Смотрите, вот у меня франшиза в последнее время ассоциируется с нашим июнем, где антибюро, наверное, франшиз мы должны против июня создать. Сколько предпринимателей уже зашли в эти отношения. Понятно, что зависит от их решений, как бы. Но, может быть, Центр инноваций социальной сферы как раз должен вот, предостеречь людей от этих ошибочных как бы шагов, да, получается. Может быть, мудрость права, они говорят как раз про то, что может это банк идей, может банк дублицирования бизнеса, да, как бы. Да. И может мы должны уйти, если это есть сопротивление от нашей мудрости, как бы, да, мы не должны подчиняться только моде, как бы. Может быть, стоит учесть мнение, как бы, обратить внимание и доработать, и это будет проецирование нашего бизнеса внутри республики, или это будут заходить мировые франшизы, как бы, люди будут попадать в неудобности с финансовыми моментами, да, когда рушатся семьи, как бы, и наши мужчины надевают петли, извините меня, на голову, когда, ну, безвыходная ситуация. Мы тоже про это должны говорить. И я думаю, что у нас тех предприятий, которые поддерживают и учат малому бизнесу, достаточно. А той территории, которая защищает и оберегает предпринимателей, ее нету. Как бы. И Центр инноваций социальной сферы может занять эту нишу защитника нашего, сторонника, и того, кто запишет истории ребят неуспешных и расскажет, что вот, ребят, так нельзя, как бы, да, вот это не повторяется. Может быть, вот в Вы этом... немножко ушли от темы, извините, понятно. пожалуйста. Можно? Я конкретный вопрос задавал, извините. Хотел получать конкретный ответ. Почему? Понятно. Потому что что такое франшиза, многие из нас и знают. Но давайте вот посмотрим. Баркемп, чем можно заменить? Каким словом? Но это есть специалисты, которые должны заниматься этим. Это не наше дело. Наше дело придерживаться к тем нормативным актам, к тем словам, которые сегодня употребляются по всей России, а не только в Республике Коми. Я просто всего лишь хотел задавать этот вопрос. Формат, который будет применяться, то есть методы, подходы, каким образом должны быть. Вот хотел услышать всего лишь вот это. И всё. Они, почему именно франшиза слово? Коллеги, давайте мы по сути... Маленький вопросик, да, Давайте мы всё-таки маленький, по сути, да. Значит,
Я полностью поддерживаю и Юрия Николаевича, и вас очень поддерживаю, потому что давайте мы на самом установка перед нашим круглым столом должна быть, безусловно, первое, давайте постараемся говорить на народном языке, самым богатым, самым красивым, понятным, потому что сфера, которую мы сейчас затрагиваем, это сугубо народная, причем она не то, что не научная, даже не социальная, потому что это слои населения, которые ограничены в образовании и так далее, и с которыми предпринимателям, которым вы задаете понятные слова, как люди образованные, находите народные простые слова, даете эту терминологию, все, в любом случае это терминология, как помощь предпринимателям, чтобы они уже разговаривали с другими. Ну то есть, вот все. Согласны вы с этим? Второй вопрос. Нет, но это по существу. Это по существу. Так, дальше. Хорошо, дальше. Нет, это подход. Давайте я по существу скажу. Вот на самом деле был ваш доклад, предыдущий был доклад, может еще будет доклад, да, наверное? Конечно. Да. И они, вот я хочу сказать, вот если бы, почему это по существу был вопрос? Потому что вопрос был не по, вот эти доклады были не по существу, они касались организационных мероприятий внутри Российской Федерации, Республики Коми. Это организационные мероприятия, которые структура организационная, которая и слова те же самые, что написано во всех книжках, которые по социальному предпринимательству, и все эти слова слышали десятки раз. Суть, вы сказали одно существенное по существу. Почему оно не размножается? Вот у вас общественный палат. Почему нету процесса саморазвивающегося, саморазмножающегося? Нет, почему 3 года? Вот здесь это существо вопроса и в чем нужна помощь предпринимателям социально ориентированным для возбуждения, показать процесс. Вы хотя бы цветочек, да, который садите, вы если посадили не в ту среду, не так поливаете, все, он не будет расти. И вы должны исследовать, почему не растет. И мы можем это помочь. Вот об этом. Нет, по существу этот вопрос. Владимир, Не согласен. давайте большинство будем слушать. Хорошо. Вот кто считает, что по большинству, по существу я говорил? Владимир, Общество защиты прав потребителей, руководитель программы «Общественный контроль». Значит, к Дмитрию Владимировичу предложение как раз именно вот по беспокоящимся людей вопросы именно там и формат, и каким образом будет распределяться, и про антифраншизы. У нас предложение такое, то есть у нас есть, значит, проект системный, это и в Госдуме обсуждается, это звезда качества, то есть анализ, во-первых, работающих предпринимателей, и отмечение, то есть внесение в базы, то есть в базу вот как раз вот можно это тоже где-то как предложение, как взаимодействие учесть, то есть как бы и предложения уже прошедших, то есть вот именно общественные как бы проверки, общественные покупки, то есть контрольные покупки, закупки вот этих всех как бы и использование, так скажем, прошедших какие-то, может быть, сервисные обслуживания, то есть уже достаточно промониторенные. Это вот касательно. А вот что людей беспокоит сейчас? Я вам хочу, друзья, да, это проблема такая. Проблема, как бы сказать, непростая. И они то, что борются, то, что 3 года борются, это даром не прошло. Да, и мы вас понимаем. Понятно. Это сейчас кризис, сейчас сокращение идет ужасно. Я с Рыбиной еще недавно разговаривал там с центром занятости, что творится. С 5 часов люди занимают. Но, друзья, давайте сейчас сосредоточимся на конкретной работе. То есть действительно услышим друг друга и поработаем в том ракурсе, вот, что и Киселева Галина Викторовна сказала, что проблема-то она как бы касается действительно нас всех, но тут нужно сплотиться и... Добрый день, уважаемые коллеги. Да, что бы хотелось сказать в тему. Я не буду останавливаться по поводу ЦИСа, я скажу лишь о том, что на сегодняшний день проходит Министерство экономики по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе ТОСов. Сейчас у нас 24 числа, по 7 августа объявлен конкурс на получение государственной поддержки.
за счет средств республиканского бюджета на сумму 4 миллиона 280 тысяч рублей. Вот в эти сколько оставшиеся 2 недели мы проводим конкурс, собираем документы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Если посмотреть немножко по статистике там прошлого года, буквально пару слов, то на территории у нас получается Республики Коми, на территории Республики Коми на сегодняшний день действующих социально ориентированных некоммерческих организаций порядка 109. Это те, которые действуют, те, которые работают. По линии Министерства экономического развития в прошлом году была оказана помощь по конкурсам 81 организации. Кроме этого, до конца этого года у нас еще будет объявлен еще один конкурс на поддержку СНКО на средства федерального бюджета, которые мы ожидаем где-то в середине, в конце сентября месяца, то есть конкурс будет, наверное, в октябре месяце, в начале ноября, на сумму 9 миллионов 984 тысячи рублей. То есть таким образом получается, что общая поддержка в этом году только за счет и по линии Министерства экономики будет равна практически 15 миллионов рублей. Кроме этого момента, в июле месяце, в конце июня месяца был проведен конкурс по поддержке муниципальных районов на территории Республики Коми в размере 2 миллиона рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств на условиях софинансирования, за счет средств местных бюджетов. Эта сумма паритетна где-то 50 на 50, то есть муниципалитеты еще должны разыграть порядка 4,5 миллиона рублей. Это уже муниципальные конкурсы. Также мы очень активно помогаем в оформлении документов, в оформлении заявок на получение президентских грантов по линии СНКО. Там разыгрывается 4 миллиарда рублей на всю Российскую Федерацию. В первом этапе у нас приняло участие 32 организации победителей, стало всего лишь 2 получили поддержку. Сейчас в сентябре и в ноябре будет еще 2 этапа. Поэтому мы тоже активно помогаем, готовим документы. У кого есть вопросы, можно обращаться как к Министерству экономики, так и в госучреждения, Центра поддержки экономики Министерства. Что касается... Конкретно, извините, можно? Вопрос очень серьезный. Кому конкретно? Вот я сейчас сразу запишу. Кому конкретно? Должность, телефон? На сайте смотрите все. Нет, просто... Нет, на не сайте обязательно. есть Центр поддержки и развития экономики — это государственное учреждение. Условия там обозначены, да. Я телефон вот сейчас на память сходу не скажу, специалисты для вас произведут. Да, но это в интернете есть. И конкурсы, когда объявляются, вся информация вся есть, положение есть, там целая вкладка, целый раздел создан по поддержке СНКО. Мы сейчас вынесли еще и вкладку на портале нашего Министерства экономики на президентские гранты, куда можно зайти и какие условия, как подаются документы. Там это все тоже есть, информационная работа, вся это есть и необходимо. Что касается деятельности Центра инноваций в социальной сфере, это совместные детище Академии государственной гражданской службы Министерства экономического развития. У нас Академия государственной гражданской службы отнесена к субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе и Центр инноваций в социальной сфере. Главная его функция на сегодняшний день – это помогать СНКО и ТОСам по проведению, значит, по их развитию, по их участию в различного рода конкурсах. Ну и второй немаловажный блок, как это и было озвучено, это активация, скажем так, социального предпринимательства. То есть того предпринимательства, которые готовы взять на себя выполнение государственных услуг, выполнение государственных функций. Действующий индивидуальный предприниматель, который, наверное, на сегодняшний день может себя смело отнести к той новой когорте предпринимательства, которая сейчас называется социально ориентированным. И которая почему-то, когда мы говорим о социальных организациях, как негосударственных, которые сейчас у нас работают, в основном это звучит СОНКО, то есть социально ориентированная некоммерческая организация. Но тем не менее мы не должны забывать, что кроме социально ориентированных некоммерческих организаций появились социально ориентированные предпринимательства. И это такая действительно очень тонкая грань, очень тонкое сейчас понятие на сегодняшний день, которое нужно, наверное, принять обществу, что такие мы действительно есть. Почему можно себя назвать социально ориентированным предпринимательством? Я постараюсь сейчас, наверное,
ну, кратко сказать, и рассказать немножко о своем опыте предпринимательства в социальной, я считаю, сфере. И школьного образования выдавались до, значит, 2015 года. Возмещение части затрат, ну и сразу, да, будем говорить, на создание одного места в среднем выделяется 50 тысяч. Я потом ниже сравню, а сколько идет денег на создание одного места при строительстве муниципального сада. Значит, далее, следующий вид помощи, это возмещение части затрат на функционирование групп по дневному времяпрепровождению детей. То есть это такие субсидии в течение года подушевого, значит, присутствия, да, деток. Это получается на одного ребенка 6 тысяч в год. Опять же, сравню ниже, какая сумма идет на деток в год в муниципальном саде. При том, что мы находимся на полностью оккупации. И третье, это представление индивидуальных предпринимателей в муниципальных помещениях. У нас всего сейчас 4 помещения, 3 у меня и одно у Постниковой Татьяны, мы вместе с ней начинали в 2009 году, которым предоставлены эти муниципальные помещения. Но опять же я скажу, что они были полностью не готовы к принятию детей и к тем санитарным правилам, пожарным требованиям и так далее, которые предъявляются, да, к организации этих групп. Вот. Ну и посмотрим, да. Я скажу, что все-таки наш бизнес, он действительно социальный, потому что еще выгоден экономически для нашего государства. Вот. Значит, давайте сравним. Вот эта калька из информационного портала Министерства образования Российской Федерации, сайт Информика. Это вот как раз состоявшийся акт постройки спально-игрового комплекса, самого простого на сегодняшний день в городе Сыктывкар из построенных дошкольных учреждений. И по стоимости. Смотрим, значит, из регионального бюджета 3 миллиона, из федерального бюджета 59 миллионов, общая стоимость проекта 62 миллиона 105 тысяч, стоимость одного места 564. Если мы вернемся назад, стоимость одного места у нас 50 тысяч. Тут же, наверное, строительство идет, строительство здания. Спально-игровой комплекс, который сейчас закрыт на 90 дней. Вместе со зданием же тут? Вместе со зданием. Но у вас же нет, вам дают готовое помещение. Готовое помещение. В том-то и речь, что да. Сейчас не обязательно строить новый садик, а можно воспользоваться уже готовыми помещениями. Если при условии, что их предоставляют. Ну, конечно, конечно. Спасибо, Дмитрий, что сказали. Вот как раз какая тенденция во многих регионах, и вот в частности, если посмотреть Санкт-Петербург, это строятся новые дома, и сразу же планируется помещение на первом этаже. И это выгода для бюджета. В каком? Двойная. Во-первых, не надо действительно такие деньги бешеные вбухивать в отдельно строящееся здание, которое, может быть, через 5 лет нужно будет переделать в школу, да, а не в детский сад. Во-вторых, какая выгода, значит, это не надо держать на балансе. Мы передаем управление индивидуальному предпринимателю, все, мы снимаем с баланса это помещение, и бюджет получает вторую выгоду. А третью выгоду получает население, в принципе, наши клиенты, ради которых мы все это делаем. Поэтому это, когда я была в Пензе на форуме, посвященном за качество образования в России, и встреча была с Владимиром Владимировичем Путиным, он прямо сказал, я уважаю те регионы, которые пошли по пути экономии, которые не добавляют головной боли в строительство новых значит, садов, а решают вопросы для... Вот я говорю, у нас очень много групп в детских садах, они малокомплектные. Коррекционные группы, раз, их можно выводить. Группы для деток с ОВЗ можно выводить. Построены сейчас в орбите с бассейнами, но ведь обслуживание одного бассейна 200 тысяч, да, за годы. Это же надо понимать. Это все понятно. И я тогда говорю, всегда, когда вижу такую красоту, я говорю, отдайте в аутсорсинг, отдайте вот этот вот этот бассейн какому-нибудь индивидуальному предпринимателю. Пусть он им занимается. А снимите с баланса. И сразу какая экономия опять. Следующее. Затраты муниципалитета на функционирование. Как, нам муниципалитет помогал, мы рады, бесконечно рады, хотя получали хотя эти копейки, скажем, да, 22 рубля на стоимость компенсации одного дня за ребеночка. Но мы были очень рады, потому что на самом деле нам трудно, особенно последний год. Так, опять же, он мне прямо уж на расстоянии, не туда. Софинансирование, значит, они закрываются. То есть мы, получается, полностью нам перекрывают дыхание. Все. Мы не сможем не развиваться, мы не сможем себя поддерживать. Очень многие предприниматели, 3 человека в этом году закрылись, потому что они не выдержали этой ситуации. Так, ну и вот, что у нас получается? Муниципальный
сады получают где-то в районе значит, от 70 до 120 тысяч на одного ребенка в год. При этом, значит, еще родители муниципальных садов получают компенсацию. Слава Богу, сейчас в законе об образовании нововведение. Мы, оказывая услугу ухода и присмотра, тоже, наши родители, которые к нам ходят, тоже могут подавать теперь документы, с июля месяца вышло это изменение, тоже могут подавать документы на значит, возмещение части затрат на услугу уход и присмотр. Только на образовательную пока нет. Так. Ну и вот проблемы, они обесвечиваются. Дороговизна услуги все-таки для потребителей. Мы максимально хотим снизить эту стоимость, но мы не можем. Мы и так сейчас работаем по стоимости 2012 года. Если мы поднимем по самоокупаемости, у нас сейчас выходит где-то на 13 500, мы считали с экономистами дошкольного образования, 13 500-15, в зависимости от аренды, ну и так далее. Вот. Берем только 600 рублей в день, например, в районе где-то 12 тысяч в месяц. Это уровень 2012 года. Будем поднимать, к нам просто никто не сможет прийти, потому что общая составляющая финансовое населения, она упала. Следующее, сокращение вот бюджета программы. В этом году у нас было запланировано 2 миллиона, это вот по тем, которые считала 6-8 тысяч, да, значит, в год. В этом году нам сократили до миллиона рублей, ссылаясь на санкции и кризис. То есть это будет вообще, ну, скажем, ни о чем. Далее, строительство новых муниципальных детских садов, снижение остроты проблемы. Да, действительно, наше главное – это наши клиенты, это дети. И когда появляется, скажем, изобилие мест для деток с 1,5 лет, то родители до 1,5 все-таки еще думают. Приходят те, кому действительно необходимо, надо там срочно зарабатывать деньги. В помещении мы нашли все эти, значит, пункты, которые нам позволяют так делать. Но вы должны установить кнопку прямой передачи пожарного сигнала на УЖ-часть. Я понимаю, что у меня муниципальное помещение. Как-то можно с муниципалитетом договориться, что я буду не только 5 лет, да, на этом месте находиться, грубо говоря. Вот. И я и хотела сказать, что Нина Александровна, да, Дмитрий Владимирович, я буду к вам обращаться вот за вот этим делом, потому что я говорю, хорошо у меня, а девочки снимают некоторые коммерческие площади. Они один год на этой площади, потом совсем с карбом переезжают на другую площадь. Это каждый год по 94 тысячи одно. Ну, это ненормально будет. Вот. Значит, и второй момент, значит, учебно-методический комплект для лицензирования образовательной деятельности. Он стоит сегодня от 500 тысяч. И мы бы очень хотели попросить Министерство экономики, наверное, да, разработать, может быть, какую-то серию грантов, либо же обратиться, я не знаю, еще в какие-то структуры, опять же, с помощью вас, чтобы вот эти деньги какие-то, да, получить, ну, хотя бы какую-то часть, чтобы нам было возможно это сделать. Так. Всех. Значит, активизировать процедуру лицензирования. Над этим мы сейчас работаем. Уже, в принципе, с Ниной Смирновой мы разработали пакет лицензионный. Дальше создали рабочую группу. А на уровне управления дошкольного образования, тоже вхожу в эту рабочую группу, мы смотрим различные пути. Опять же, как нас можно, ну, по крайней мере, зашевелились, это хорошо. Дальше, значит, открыть адаптационные ясельные группы. Вот это мой проект, я его продвигаю, наверное, года 2. Шо? Где? Замечательный проект, который дает выгоду и муниципальным садам, они получают адаптированных детей в полной группе. И получается, что у нас всегда есть клиентопоток. В принципе, нам даже не нужно каких-то дополнительных там еще, там, скажем, вложений. Если этот проект будет интересен, я опять же через ЦИС его проведу. Он на самом деле очень выгоден для государства, ну и для клиентов, для родителей. Я как многодетная мама хочу задать вопрос. Вот эта социальная составляющая, ребенок 6 месяцев до 1,5 лет, как вы себе представляете? Мы сейчас говорим про то, что наши девочки не такие ответственные мамы, как бы, да, и вы даете им возможность 6 месяцев ребенка от себя как бы отнести и уйти на работу. Как вот вы сами, как мама, воспринимаете этот момент? Вы говорите, что это ваш проект, как бы. У меня нутро сопротивляется. Я понимаю, что моя молодая дочь в погоне за карьерой может это сделать. Зачем? Нет, смотрите, тут это всегда очень осознанный выбор каждого родителя. Мы никого не заставляем, мы предлагаем. Есть разная ситуация в семьях, Елена, есть разная ситуация. Есть семьи, которые еле выживают на сегодняшний день, взять ипотеку. Отец, например, у меня есть такая семья, которая вот муж потерял работу, сокращение. Ну, разные бывают ситуации, а у мамы есть эта возможность выйти. Папа не может сидеть с маленьким ребенком, мы квалифицированнее окажем это. То есть ситуация, это один пример частный. Таких примеров тысячи, разные. Каждый приходит со своим каким-то. Естественно, это не от хорошей жизни, когда мы... И Центр инноваций социальной сферы, как нельзя, кстати, мне кажется, сейчас
может лаконично влиться вот, вопрос и оказать содействие таким как вот Анастасия, таким как мы, в том формате, в котором это представится возможным в современных условиях, потому что всегда многие говорят о том, что вот надо развиваться, надо объединяться, надо создавать какой-то механизм, идти куда-то во имя чего-то. Практика показывает, что достаточно сложно на сегодняшний день быть в диалоге в тесном и с государством, и с таким же обществом, и с бизнесом. Вот. То есть, но пути какие-то можно искать. То есть мы, в принципе, вот как автономия национально-культурная, занимаемся проектом «Уход на дому» 10 лет. У нас есть основной заказчик в лице нескольких фондов, да, по целевой категории, это мы обслуживаем евреев. Но за период работы, вот 3 года я в этой организации являюсь координатором программ, руководителем, мы интегрировали эту программу сейчас уже на население нееврейское, на любое население. Да? И показалась практика, что проект хороший. С точки зрения экономии бюджетных средств он тоже достаточно грамотный, потому что мы не содержим целые учреждения, у нас адресно идет оплата за работу на дому с конкретным пожилым человеком. У нас разработана система контроля качества работы на дому, чего, наверное, нет в государственной системе. Да? И говоря о том, что вот мы сейчас в чем-то нуждаемся, я скажу нет. Вот честно, да, положа руку на сердце, в принципе, нам в нашем деле никто не нужен. То есть мы самодостаточны, у нас есть свой бюджет, у нас есть свои гранты, свои программы, свои фонды, на нас выходят и говорят, давайте с нами работать, давайте сотрудничать, поделитесь технологией. В какой-то степени мы тоже поддерживаем эту тему про бюро франшиз, но опять же, чтобы не пострадало потом качество, потому что за этой программой стоим мы. И мы отвечаем головой за все, что будет происходить на адресах. Это живые люди, это очень важно, надо понимать. Которые занимаются социальным предпринимательством, по большому счету, на сегодняшний день, как у Светланы. И можно услышать, я презентация готова вам помочь, она в своем ключе, я знаю, и вашу позицию на этот счет. Да, перелистывать слайды можно будет. На самом деле у государства, в частности у Министерства экономического развития, в этом направлении тоже ведется работа. И мы должны озвучивать не так, что вот с ними сложно, а называть какие-то конкретные вещи, да, в чем сложность. И еще продолжу, вот в 2014 году при поддержке СО НКО отчетность предоставлялась ежеквартально, то есть 4 раза в год. В 2015 году отчетность предоставляется 2 раза в год, то есть за полугодие. Еще один момент. В 2014 году нормативы, там, не буду называть, какие конкретно, были на таком уровне. В 2015 году нормативы для исполнения проектов, они стали повышены. Вот. То есть лучше рассматривать конкретно. Также стало возможным приобретение, очень близко знаю проект ТОСов, да, технику раньше нельзя было приобретать. Но был определенный запрос у общества, и ТОСы хотели реализовывать проект с приобретением техники. И Министерство экономического развития включило такую статью расходов, в нее теперь можно закладывать средства приобретения техники. То есть, к чему все это? К тому, что Министерство экономического развития, если с ним говорить предметно, отзывается и конкретные меры принимает, и участвовать в конкурсах на самом деле все легче и легче. И можно даже какой-то озвучить ряд вопросов, что бы вы хотели улучшить при участии в конкурсах Министерства экономического развития, и, возможно, в следующем году нам станет еще легче. А когда-то и работать с государством будет легче, чем с частными фондами. Может быть, и такое возможно. Ну вот смотрите, коллеги, да, еще как бы тему вечера, извините, быстренько дополню. Я 16-й год умышленно не говорил, вместе с тем мы готовим изменения, 577-е постановление, это порядок предоставления на конкурсной основе субсидий 2016 года, что какие дополнительные виды мы туда включаем, потому что время идет, динамика меняется. Это содействие повышению мобильности трудовых ресурсов, новая сфера деятельности в области СНК,
профилактика, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Это то, о чем мы на сегодняшний день говорим. В частности, это все наши организации, которые именно на это и нацеливаются. Сейчас это тоже можно сделать, но оно не выделено как отдельным направлением. Следующее. Это оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, лицам, получившим временное убежище, беженцами, вынужденными переселенцами. Это все, что связано с конфликтом с Украиной. То есть люди приезжают, им нужна адаптация, им нужна различного рода помощь. И есть организации, которые готовы за это взяться. Поэтому это направление 2016 года. Почему не в 2015? Потому что мы физически выступаем, если будем менять еще 2015, конкурсы объявить в этот период. Поэтому 2016 года эти направления, которые я озвучил, они найдут свое отражение в той документации и в тех формах поддержки. Нина Александровна, Министерство здравоохранения Республики Коми взаимодействует с некоммерческими организациями достаточно давно. И в настоящий момент сложилась уже некая система этого взаимодействия. Здесь вот на слайде имеется перечень организаций, с которыми идет постоянно, плотная работа, так скажем. Понятно, что их больше, может быть, в медицинской сфере, но, во всяком случае, вот эти, они постоянно на слуху организации, и с ними идет обмен информацией, отчетности, в всяком случае, разработка каких-то планов и постоянная координация. В перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе, мы готовы принимать, так сказать, в оборот и все другие, которые заинтересованы оказывать, повышать, так сказать, качество жизни людей. Наиболее активно так сказать, из перечня, из представленного, можно назвать организацию «Фонд Сила Добра», которая осуществляет достаточно активную работу по оказанию помощи больным детям, их родителям. Это и приобретение лекарственных препаратов, это и оплата сложных операций в зарубежных клиниках, и медицинское оборудование для детей. В 2014 году, например, организация был, соответственно, спрос, была потребность привлечения специалистов, которые работают в лечебных учреждениях, но не занимаются наукой, как раз привлечению этой деятельности, потому что была потребность публиковать их наблюдения, была потребность помогать в создании, скажем, каких-то статей. Совершены состояние алкогольного опьянения. Самый высокий процент родителей, лишенных детей родительских прав, и не хочу просто занимать время. То есть вопрос такого плана. До сегодняшнего дня, то есть я как председатель Коми республиканской общественной организации «Мы против наркотиков» сталкиваюсь с такой ситуацией. Галина Викторовна помогает, конечно, ситуация под контролем, но вот с тем, что общественная организация есть серьезная, которая решает эту проблему наркомании, алкоголизма, они, к сожалению, так скажем, они не приглашаются, а они обивают порой тогда, как вот вместо того, чтобы там заниматься там какой-то вот этой вот работой, то есть организационной, ну, скажем, формальной вот этой вот работой, точнее говоря, заниматься оказанием услуг. То есть Министерство здравоохранения, оно сейчас вот как бы меняет эту ситуацию с учетом сложившегося положения вещей, то есть по наркотизации, по легализации общества, чтобы привлекать некоммерческие общественные организации в данной работе. У нас так как сейчас наркодиспансер совершенно профилактикой не занимается, функция у нее это снята, и то есть надо, чтобы как-то кризис, то есть это дополнительные, то есть рабочие места, и все это сложно. То есть мы готовы действительно подключиться, и многие другие мы как бы всегда на связи. Вот, то есть если да, то когда, как это планируется сделать, и если нет, то, пожалуйста, какое ваше видение на это? Ситуация сложная. Профилактикой наркопотребления, честно говоря, не занимаюсь, пока это не в моей сфере ответственности. Наркоконтроль занимается. Но по поводу профилактики надо обсуждать. Я, например, не могу сейчас компетентно вам рассказать, как она у нас выстроена, потому что это... То есть мы были у Шаркова. Была всегда в сфере ответственности Вячеслава Анатольевича Колесникова, первого заместителя. Да. Мы были у Шаркова, мы с Колесником договорно работаем с администрацией, с ПСД, мы поднимали это вопросы с ГСНК. То есть сейчас такая проблема, сейчас, наверное, вам лучше. Понятно, а вы как видите, чтобы вас привлекать? Привлекать наших специалистов, то есть утвердить какую-то программу, то есть, скорее всего, это пойдет по такому пути, то есть единая программа профилактики,
И наши специалисты, которые вот, психологи, то есть готовы работать, там где-то взаимодействовать с Министерством здравоохранения, да, не будут привлечены. То есть какой-то грант на какие-то там, скажем, командировки по районам. То есть, но, да, И в Лиге здоровья нации мы получали миллион. кстати, насчет Лиги наций, мы выходили вопрос по вашему, как бы по вашей рекомендации письму выходили вопрос, отчет даю о проделанной работе. Там сложно, то есть выйти на уровень пилотной площадки и то есть участие, то есть в проектах Лиги наций, то есть мы тоже еще отдельно будем разговаривать, да, не так все просто. Это вот для всех. Это нужно именно непосредственно с ведомством, которое, значит, вы относитесь, да, очень плотно проработать вот этот вот путь, там, ну, большой пакет документов. Движение коренные женщины Республики Коми. Значит, соответственно, у нас и образовательные программы, и общественная деятельность, они таким образом перекликаются. Значит, что я бы хотела сначала по вашей представленному проекту резолюции. Да? Я думаю, что вот и в выступлениях многих, и вообще как бы вот, круглый стол, все-таки нужно социальное предпринимательство и социально ориентированное НКО все-таки отделить. Потому что сегодня вот два человека рекомендовала использовать опыт Министерства экономического развития. То есть там существует реестр инновационных проектов. Каждый год идет рассылка во все адреса электронные. В течение определенного времени по определенному шаблону организации сдают свои данные. На каком они этапе, что, где, как, хотя бы подтверждает свое существование. Все это разделено по разделам, и все это культурно, понятно, и все ясно. И каждый год известно, кто на плаву, кто есть, кто не отчитался, не отправили, все, они исключаются из реестра. Я считаю, великолепный опыт. Второе, я бы, конечно, если есть возможность, включила, чтобы при общественной палате была создана комиссия по разрешению потенциально возможных споров. То есть, с чем я столкнулась, найти вот юридическую поддержку в плане законодателей наших законов, потому что вот мои все обращения, которые я столкнулась, ну, в силу обстоятельств, были уже после 14 января, то есть после выступлений Путина, после того, как нам подняли нашу планку, у нас выросли крылья, мы полетели, мы социально ориентированное НКО, и мы получаем по носу, потому что в нас, например, администрация города вообще не видит. На вопрос, кто вы? Вы религиозное подразделение? Нет. Вы политическая партия? Нет. Кто вы? Все, список прекращается. Больше мы ни на что прав не имеем. Мы не вписываемся в те рамки, которые существуют. Хотя мы предоставляем все документы по законам, которые действующие, на которые они ссылаются со своих внутренних документов. И третье, вот вы, Нина Александровна, правильно сказали, что на общественные советы надо приглашать. Не приглашать, а включать и социальный бизнес, чтобы они были в составе этих комиссий общественных, и НКО тоже. Потому что из народа есть что сказать. Мы в этой системе варимся, мы варимся в этой каше, у нас есть то, что мы не в присутствии там должны сказать, а мы должны работать и действительно лоббировать эти вопросы. Все. Спасибо, Елена. Пожалуйста. Так они же все у вас, общественные организации, все включены в общественные советы. Но про все это говорить не будем. Нет, я говорю, ну, я специально смотрела на сайте, да, сейчас же вот общественная палата пока не занимается этим, я думаю, что вот этими качеством услуг, социальных услуг, те же пермские, те же архангельские, те же Санкт-Петербург, да, они настолько как бы у них под контролем это. А посмотрите, кто входит в оценку тех, кто